вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Российская Арктика открывает огромные возможности для созидательного труда, приложения сил и талантов молодежи. Отметил недавно в своем выступлении президент нашей страны Владимир Путин. И словно, буквально, точнее, притворяя его слова в жизнь, вот уже 4-й год молодежь приводит Арктику в порядок, а если быть точнее, убирают там залежи металла, который скопился с советских времен. О том, зачем это нужно молодым, что сделано и что предстоит, поговорим с Анастасией Фатериной, руководителем волонтерских групп проекта «Чистая Арктика». Добрый вечер, Анастасия. Здравствуйте, Ирина. Я для начала хочу немного с вами познакомить зрителей, узнать личную историю вашего пути волонтера. Вот чем вас вообще это привлекло, почему вы решили этим заняться, в каких инициативах были задействованы? Вы знаете, вот волонтерство — это же не какой-то статус. Волонтерство — это состояние души. Поэтому у меня, наверное, с самого детства сформировалось такое бережное отношение к окружающей среде. Мне всегда было интересно помогать людям, помогать природе. И, соответственно, вот эти вот навыки, они уже переросли, вот как мы сейчас будем говорить, да, вот волонтерская деятельность. То есть она уже более профессиональна. Не обязательно там связанная с окружающей средой, да, или, как нам принято говорить, с экологией, а в принципе с тем, что человек помогает другому человеку. Это может быть правовая какая-то база. Это могут быть различного рода мероприятия, там, направленные на помощь, если мы говорим не о людях, то там, животным, да, конечно. И вот такого рода мероприятия, которые вот были там в детстве, в школе, да, они уже переходят на профессиональный опыт. И то, чем мы сейчас занимаемся, это «Чистая Арктика», это формирование волонтерских групп в Арктику, это своего рода, ну, такое развитие, наверное, личностного потенциала волонтера. Вот то, чем мы сегодня занимаемся. А что такое вообще волонтер? Потому что у этого слова много значений, да, и многие путаются. То есть волонтерами называют и тех, которые деньги получают за свою работу, да, оплату. Вот, и называют тех, кто безвозмездно помогает, и должна ли быть это какая-то организованное что-то, да, или если я пойду и помогу бабушке, грубо говоря, из соседнего подъезда принесу продукты, я тоже могу считать себя волонтером. Вот как это? Конечно, вы можете считать себя волонтером, даже когда помогаете, например, бабушке по подъезду, да, потому что волонтер — это прежде всего человек, который на безвозмездной основе, то есть добровольно оказывает помощь окружающей среде, людям, животным. Это и есть тот человек, вот, наверное, который делает свое дело от чистого сердца. Я хочу напомнить зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю программы можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить текстовое сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Но вот если мы говорим о помощи природе, помощи животным, я знаю, что один из последних выездов у вас был на побережье Черного моря, где устраняли последствия разлива мазута. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Все верно. Наши волонтеры, начиная с 16-х чисел декабря, работают на Анапском побережье. Более того, в феврале мы выезжали, январь-февраль, мы выезжали на прибрежные территории города-героя Севастополя. Там мы осуществляли очистку пляжей от, в случае, если это Севастополь, от замазученного грунта, в Анапе это, соответственно, песок. Проходила и до сих пор, кстати, проходит достаточно масштабная работа. Часть наших волонтеров продолжает проводить ряд мероприятий, направленных на очистку Черноморского побережья. Работа, если мы говорим о Севастополе, достаточно была кропотливая, потому что мазут, он был в основном на гальке. И необходимо было очищать либо гальку, либо не полностью заполнять те же мешки с этим замазученным грунтом. И с точки зрения физики было тяжело. Поэтому девушки, наши волонтеры, они в основном собирали этот замазученный грунт в мешки, а наши парни, сильные духом, с характером, они уже их поднимали и несли на определенную площадку накопления. И вот эти по соцсетям, которые распространялись, фотографии с животными, с птицами, вот это вот тоже, да? Да, Ирина, вы верно подметили, часть наших волонтеров также работала на центрах реабилитации птиц. Они занимались очисткой птиц и до сих пор продолжают это делать, но это немного другой вид работ, не связанный именно с пляжными такими мероприятиями.
И, ну, вот, тем не менее, почти 4 года вы уже связаны с наведением порядка в Арктике. Но я так понимаю, это параллельно все делается, да? Это разные проекты, в которых вы параллельно принимаете участие. То есть не только Арктика, но где-то что-то случилось, требуется помощь волонтеров. Безусловно, но если мы говорим в контексте именно чистой Арктики, то есть и если мы говорим об Черноморском побережье, да, о том, что произошло, то там работают конкретно наши волонтеры, волонтеры чистой Арктики, которые мы собирали, причем там достаточно обширная география, были волонтеры из Иркутской области, из Томской области, из Тульской, из Калининградской областей, и вот это вот сосредоточение, да, сосредоточение, прошу прощения, да, которое было у нас в Анапе и продолжает как бы развиваться. Это история с чистой Арктикой. А то, что касается других природоохранных проектов, безусловно, я в них тоже принимаю участие. Мне также интересно реализовывать свои идеи на том же Байкале, в медиасегменте и прочее. То есть, получается, волонтеры чистой Арктики, они же на Черном... Конечно, да. Ну, у всех возникает вопрос, да, причем здесь Арктика? Причем Арктика, да. Начнем с того, наверное, что у волонтеров проекта «Чистая Арктика» имеется достаточно большой опыт в работе с разливами, в том числе вот, мазута. Если мы говорим об Арктике, то мы работаем с бочками с ПГСМ. И наш опыт, и, в принципе, наша созидательная такая сила, понятно, что она нужна была и в Анапе. Там объединились тысячи добровольцев. И не только тех, которые занимаются вопросами окружающей среды. Это люди, которые просто не безразличны не только к природе, но и к своей стране. И у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Говорите. Анастасия, добрый день. Добро пожаловать в Иркутск. Я бы хотела спросить, были ли вы раньше, посещали ли молодежные фестивали, форумы, и в чем их отличие от нашего Мусустар? Добрый вечер, большое спасибо за вопрос. Конечно же, я была на разного рода форумах, фестивалях, на научных конференциях часто принимаю участие. В чем отличие? Я бы, наверное, сказала, в чем схожесть. Схожесть она состоит в том, что фестиваль Мусустар, он прежде всего направлен на развитие гражданской активности, на продвижение принципов, в том числе бережного отношения к окружающей среде и на, наверное, такие просветительские моменты, на обучение молодежи, в том числе вот, в рамках вопросов экологии. Очень интересный фестиваль. Я сторонник того, что людям необходимо развиваться. Молодежь — это наше будущее. И когда мы говорим об Арктике, это очень важно. Потому что Арктика — это стратегические объекты, это непосредственно уникальная природа, это то, что будет всегда развиваться, и Арктике нужны молодые специалисты. И как мы говорили уже и на фестивале, на котором принимали вчера участие, один парень задал нам вопрос, что мы можем передать, какое послание поколению будущему. На что мы ответили, чтобы будущее поколение развивалось. Это самое главное. Чтобы они расширяли свои границы, чтобы они развивались не только для себя, но и развивали окружающих, в том числе и такой огромный макрорегион, как Арктика. Но я так понимаю, что телезрительница, задавая вопрос, хотела про отличия, хотела что-то услышать, в чем-то мы особенные, в чем-то на фестивале особенные. Каждый регион в Российской Федерации он уникален. И вот та самобытность, которую мы вчера увидели, которая в принципе имеется в Республике Саха-Якутия, она такая вот, знаете, не то чтобы необычная, как я уже сказала, уникальная, она вдохновляющая. Вот это подходящее такое слово. И нам было очень интересно узнать местную традиционную культуру. Более того, мы сегодня сходили в музей, познакомились с историей республики, посмотрели на природные объекты, в том числе на живность. И вот когда говорят, что проект «Чистая Арктика» — это про уборки, проект «Чистая Арктика» — это про людей, про развитие людей, про то, как они вдохновляются Арктикой и вдохновляют ей свое ближайшее окружение. Вот какие были вообще первые шаги в проекте «Чистая Арктика», да, как вот от идеи вообще, как вот до, скажем, первого мероприятия, и вообще, вроде бы убрать металлолом вот в таком труднодоступном регионе, это, что-то из серии невозможного.
Как говорится, Это же было сложно наверняка. конечно, каждая экспедиция, она ну, не то чтобы сложная, она необычная, она такая вот ну, самобытная, что ли. Когда только начинался проект, понятно, что было не так много людей и желающих. Это нормально для любого проекта. С годами мы увидели огромнейший интерес среди жителей и даже среди местных жителей к вопросам, связанным с очисткой Арктики, связанным с каким-то творческим направлением, реализующимся, который в Арктике, да, происходит. И вот я говорила про сложность экспедиции. Вот и вчера мы, когда разговаривали с Айсеном Сергеевичем, говорили о том, что ну, часть наших экспедиций, она как будто бы это целая спецоперация. Это действительно так. Территории труднодоступные, они удаленные, и мы понимаем, что вывоз того же металлолома, он иногда как на вес золота получается. И вот есть такой интересный пример. Мы были в Республике Карелия, и когда мы с ребятами увидели, какой объем отходов нам предстоит убрать, мы не поверили, что мы с этим справимся. Но в последний день экспедиции мы выдохнули, и этот вот такой дух, это вот созидательство, он нас объединил, и мы поняли, что вместе мы сделаем Арктику чище. Но вот все-таки сколько времени прошло, я пытаюсь все выяснить, от момента вот обсуждения идеи, да, до первой В экспедиции? 2021 году была подана такая идея, что необходимо очистить Арктику. Понятно, что до этого президент уже говорил о том, что необходимо Арктику очищать. Это был 2008-2010 года. В 2021 году капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Лобусов и его коллега Антохин, который в Владивостоке проживает, они предложили такую общественную инициативу. И эту общественную инициативу поддержали в том числе экологи, в том числе органы государственной власти, бизнес, наука. И вот мы сегодня с вами наблюдаем, как она реализовывается, как она от зарождения уже да, перешла в такую настоящую силу Арктики, сила добровольцев, которые ежегодно участвуют в наших проектах. То есть, кстати говоря, у нас юбилейный сезон 5-й в этом году. Но вообще это как бы такой конечный проект. То есть понятно, что ну, когда-нибудь этот металлолом же вы его весь вывезете. Есть понимание там, какая это перспектива? 5 лет, я не знаю, 10 лет, 2 года? Очень хороший вопрос, и он реально интересный. Как у любого проекта есть начало, есть конец, да? То есть от стадии зарождения до там уже как бы, ну, грубо говоря, там, смерти, да? От этого никто не застрахован, и мы понимаем, что действительно Арктика станет чище, придет время. Вопрос, сколько времени должно пройти? Силами добровольцев мы Арктику чисто сделаем, ну, наверное, через лет так 70. Но у нас в проекте такая ну, объединяющая сила. Мы вместе с органами государственной власти, с ее представителями, с волонтерами, с наукой, с бизнесом объединяемся для того, чтобы очистить те же арктические территории от отходов. Это и металлолом, да, это бочки из-под ГСМ, иногда это часть там, ТКОшных отходов. И вот, конечно, бы хотелось, чтобы это было в ближайшее время, но думаю, что еще как минимум десятилетия мы будем продолжать уборки. А когда вы вообще ну, ввязывались, так скажем, в этот проект, вы понимали масштабы загрязнения или был как, ну, представляли одно, а в реале оказалось другое? Здесь тоже очень интересная история, как я, в принципе, связала свою жизнь с Арктикой. В детстве я очень хотела посетить Северный полюс и увидеть белого медведя. Вот Северный полюс я посетила, белого медведя только вот в зоопарке, и, наверное, это даже хорошо. Как говорится, нужно следить за своими мечтами, да? И, соответственно, что касается вашего вот вопроса, Ирина, последняя часть вопроса, она касалась у вас как раз... Ну вот было ли представление ваше, когда о масштабности, да? О масштабности, вот, ну, да, загрязнения? Конечно же нет. Вот мы же всегда смотрим и анализируем с точки зрения там, того же количества отходов там, по научным исследованиям, но до сих пор нет точных данных, сколько отходов
имеется в Арктике. Я не скажу, что это огромные горы бочек металлолома и прочее, но они есть. Но представления не было. Но когда это видишь, нет какого-то страха. Как я уже рассказывала, вот мы были в Республике Карелия, и когда мы подумали, что мы никогда это не уберем, все вопросы решаемые. И мы это сделали, мы убрали. Я уверена, что такими поступательными шагами мы действительно сделаем Арктику чище и устойчивее. А вы немножко упомянули, что это вот может быть ГСМ, может быть что-то. Вообще какие вот виды отходов чаще всего встречаются, да, и что, что больше всего поражает в масштабах загрязнения, с чем больше всего приходится сталкиваться? Естественно, это металлолом, но все зависит от субъекта, в котором мы проводим уборки. Если мы говорим конкретно, давайте, да, вот о мыс Челюскин, это Красноярский край, то там бочки. То есть бочки из-под ГСМ. И там их практически 100%. Если мы говорим о других регионах, безусловно, металлолома больше, чем, например, отходов ТКО. Иногда это строение зданий, иногда это древесина, как вариант. Состав разнообразный, но в большей степени, конечно, это металлолом, это то советское наследие, которое мы убираем. А вот что непосредственно, опишите вот обычный день волонтера, который вот на выезде занимается уборкой. Давайте вспоминать, как это все происходит. Во-первых, мы всегда организованной группой выезжаем в субъект. То есть если мы берем, к примеру, Тикси, то организованная группа едет из Москвы в Тикси. У нас есть определенный распорядок дня, как и у обычных экспедиций. Соответственно, каждый волонтер завтракает, проходит технику безопасности, ему рассказывают, как работать с отходами, какую часть отходов необходимо убрать, например, в этот день. У нас есть также обед, время на отдых. В целом, на разных локациях время уборки, она зависит прежде всего от сложности экспедиции, то есть если это металлолом, если это бочки, то мы понимаем, что они тяжелые, тогда у нас волонтеры работают 4-5 часов, а если это другой вид отходов, то иногда мы можем работать и больше времени, но обязательно время на отдых. После, как я уже сказала, вот проект «Чистая Арктика», он не столько про уборки, сколько про развитие потенциала человека. И мы понимаем, что приезжая, к примеру, даже в Тикси, человек должен узнать вообще, в принципе, о регионе, о республике Саха-Якутия, о культуре, о традициях, о истории освоения этого региона. И такие мероприятия они проходят как раз после экспедиции, я имею в виду после уборочных работ. Мы ходим в музеи, мы общаемся с местными жителями. И здесь, наверное, важно подчеркнуть, что местные жители же тоже принимают участие в наших уборках. И это очень радует. Волонтеры делают это все бесплатно, это мы с вами уже выяснили. Для них это в то же время, наверное, возможность все-таки поездить, посмотреть, безусловно, своими глазами какие-то разные регионы. Питание, билеты и так далее. Вот это на себя партнеры берут, да? Я правильно понимаю? Все виды затрат, связанные с питанием, с проживанием, обязательно с обмундированием, перелет. То есть, к примеру, если человек находится в Якутске и он прошел отборочный процесс в экспедицию, мы оплачиваем ему перелет до Москвы, если экспедиция будет проходить где-нибудь в Карелии, и, соответственно, из Москвы потом до Карелии и также обратно. То есть вот все эти виды затрат проект берет на себя. Волонтеру просто нужно иметь хорошее, такое добротное, как говорится, желание. Необходимо соответствовать критериям отбора и собственно, что? Собрать свой рюкзак, энтузиазм, и приезжать к нам в Арктику. Давайте тогда критерии отбора озвучим. Вдруг кто-то нас смотрит и захочет стать волонтером, поехать убираться в Мурманск куда-нибудь. Ранее у нас были основные критерии, такие как физическая активность, психологическая устойчивость и волонтерский опыт. То сегодня мы уже понимаем, что человек должен быть медиаактивен. Медиаактивность нужна для того, чтобы люди больше узнавали об Арктике.
чтобы привлекать внимание к вопросам, связанных вот с очисткой арктических там, побережий, территорий, связанных с сохранением уникальной природы Арктики. И вот эти вот 4 критерия, они очень важны, они проработаны уже там, в течение вот, там, 5 наших сезонов. И если волонтер соответствует данным критериям, кстати говоря, он может и не иметь опыт волонтерский и поехать к нам в экспедицию, у нас были такие люди, то каждый человек, который вот имеет желание поехать с нами в экспедицию, он заполняет анкету. Перед тем, как мы начинаем наш уборочный сезон, мы обычно объявляем о том, что там, сезон открыт, что мы набираем группу волонтеров, по каким критериям пишем, куда, по каким датам. Более того, есть также еще и вариант, он связан с тем, что человек, который желает отправиться с нами в экспедицию, он получает дополнительные баллы. Дополнительные баллы позволяют ему как бы ближе приблизиться к проекту. В чем это заключается? У нас есть категория «посол Арктики». Это человек, который популяризирует знания об Арктике среди учащихся, в том числе, там, если мы говорим о школе, то это школьники, если студенты, то студенты. И таким образом он рассказывает об Арктике, привлекает внимание к ряду вопросов. Не обязательно это должно быть связано с охраной окружающей среды, это может быть ряд там, экономических или социально-экономических вопросов. Он публикует данную информацию у себя в социальных сетях, мы его поддерживаем, и, конечно же, такие люди, они в приоритете, потому что они заинтересованы не только в своем развитии, но и в развитии людей, и, соответственно, посвящают часть своего времени арктической тематике. Но я так правильно понимаю, что под медиа-активностью среди критериев подразумевается активность в социальных сетях прежде всего, а не нужно там, быть журналистом для этого? Или... Конечно, да. Здесь мы говорим об активности в социальных сетях. Но журналисты нам тоже нужны. Журналисты тоже нужны. То есть вы берете, да? Конечно, да. Ограничения по возрасту есть? У нас имеется общее правило, мы берем в экспедиции только совершеннолетних людей. Что самое интересное по ограничениям. Самый взрослый волонтер, который у нас был в экспедиции, ему было 65 лет. Да. Но опыт показал, что такие люди, они тоже важны, они очень хорошо работают, хорошо себя показывают, и вот их целеустремленность, их боевому духу и созидательному такому составляющему, да, можно еще позавидовать. Но все равно, судя по тому, что вы так отметили этот случай, наверняка он какой-то не совсем типичный. А вот типичный портрет волонтера, кто это? Студент, я не знаю. Мы буквально недавно делали портрет волонтера «Чистой Арктики», и у проекта «Чистая Арктика» женское лицо. Да. 64% наших анкет — это молодые дамы, и не только молодые, это, в принципе, женский пол. Если мы говорим о профессиях, средний возраст 32-34 года. То есть довольно взрослые конечно, люди, да, работающие. взрослые, созидательные. И это люди, которые берут отпуск и в свое вот свободное время, не то чтобы там поехать куда-то отдохнуть, да, они едут в Арктику. Едут, чтобы сделать ее чище, чтобы посмотреть новые территории, чтобы принести пользу. Если мы говорим о профессиях, они разные. Тоже был очень интересный случай. Ну, в принципе, когда наблюдаешь за анкетами, когда их анализируешь, видишь разнообразие. От юриста до медиков, до IT-специалистов. И всегда возникает вопрос, то есть, а что их привлекает в Арктике? И очень приятно наблюдать за людьми разных профессий, разных возрастов, разных вообще взглядов, мировоззрений, которых объединяет одно — вот сделать созидательные дела, очистить Арктику, объединиться, быть полезным обществу, своему государству. А почему, что их привлекает именно в Арктике? Это же люди из разных регионов, я так понимаю. Конечно, у нас география обширна, у нас даже принимали участие ребята из зарубежных стран, из стран Африки, Бенин, Египет. Если мы смотрим на азиатскую часть, ребята были из Монголии, из Китая. Что их привлекает? Наверное, та самая самобытность, уникальность Арктики, труднодоступность, удаленность. Люди. То есть возможность прикоснуться, да? Конечно, к чему-то, наверное, а к чему-то великому, необъятному, красивому, первозданному.
А как безопасность волонтеров обеспечивается? Потому что, ну, наверняка ведь среди отходов есть какие-то и с классом опасности. Или не наверняка? Когда мы формируем группу, мы сразу предупреждаем наших ребят, с какими видами отходов мы работаем. Мы никогда не работаем с опасными отходами. Просто для того, чтобы работать с опасными отходами, необходима определенная степень как бы допуска. Такими родом работ занимаются, например, представители там МЧС. У нас в основном это металл, бочки из-под ГСМ. Ну вот, как я ранее говорила, возможно, это ТКО либо древесина. А можно ли, ввели ли вы подсчеты, какой объем работ выполнен, объем уборки? Конечно, очищено более 790 гектар территории. Собрано порядка уже, наверное, 20 тысяч тонн отходов. Ну, там, если мы смотрим 19 тысяч, там 800, к примеру, будет, да. В наших экспедициях приняло участие уже более 7 тысяч человек. То есть масштабы, они достаточно впечатляющие. И с каждым годом, конечно же, количество отходов убранной территории, они растут, как и, соответственно, количество волонтеров, которые принимают участие и которые хотят принять участие в проекте. А как вы считаете, как можно привлечь вот больше молодежи, ну не только молодежи, да, как мы выяснили, вообще вот в эту сферу волонтерства и охраны окружающей среды? Считаю, что необходимо проводить мероприятия, направленные на популяризацию знаний об Арктике, в принципе, о волонтерской деятельности. Как я уже говорила ранее, у нас проходят такого рода мероприятия, например, послы Арктики. Это действительно как бы помогает привлечь внимание. Также необходимо рассказывать вот на подобного рода мероприятиях, связанных там с телевидением, о том, что имеется ряд вопросов, которые необходимо решать в арктических регионах. Это также привлекает внимание средства массовой информации. Но, как показывает практика, работает то самое сарафанное радио. То есть человек, который был в экспедиции в проекте «Чистая Арктика», он приезжает в свой регион, возьмем, например, Томская область, он ходит в мерче проекта, это обычно жилетка либо футболка, и тем самым привлекает внимание к проекту, привлекает внимание к Арктике. Потому что у нас в анкете, например, когда человек заполняет, он всегда пишет, откуда вы узнали о проекте. Понятно, что в основном это как бы медиа, но часть из них вот это наши волонтеры. А что вот вам лично этот проект дает? То есть что вы чувствуете, когда заканчивается очередная экспедиция? Дает прежде всего развитие. Каждая экспедиция, как я уже сказала, она не похожа на другую. Это первый момент. Второе, конечно же, знакомство с новыми людьми, с волонтерами, с регионом знакомство с местными жителями. Это действительно расширяет как бы кругозор, и это, наверное, даже дает новую пищу для размышлений, в том числе для научных рассуждений, для написания научных статей. Если мы говорим о том, что как бы грустно вот становится или нет, когда мы уезжаем, да, как бы, что вообще происходит после экспедиции, то, безусловно, каждая экспедиция, когда она заканчивается, чувство грусти, оно возникает, потому что мы все-таки расстаемся, мы за короткое время, которое находимся в экспедиции, это бывает там 7 дней, иногда там 2 недели, мы становимся своего рода такой арктической семьей, арктической ячейкой, и когда мы уезжаем, это в основном, как бы, как я говорила, да, география проекта, мы разъезжаемся по разным уголкам нашей страны, и часто вспоминаем о том, как прошла экспедиция, но нам позволяют мероприятия, такие, например, как форумы, либо фестивали, также встречаться. Мы общаемся в чатах, и когда приезжает, например, человек в регион, он всегда пишет, такое некое, что ли, послание, отзыв о том, как он провел это время. И, конечно же, это радует, что наши ребята получают от этого удовольствие, что они развиваются. И, как сказал один из волонтеров, что одну из своих арктических экспедиций я запомню на всю жизнь. А какая вам личная экспедиция запомнилась? Ну, какая-то история, может быть, интересная или забавная? Самая, наверное, поучительная. Запоминающаяся экспедиция, конечно, это первая экспедиция. Когда вы впервые приезжаете, это была Республика Карелия. Это вот как раз та история, когда мы с нашей командой вышли на территорию для уборок.
и поняли, что это количество отходов невозможно будет собрать за то количество дней, в которых мы там находились. И запоминающаяся она в том, что когда мы убрали эти отходы, вот действительно, То есть вы поняли, все-таки уложились в это количество конечно, мы дней? уложились. Более того, мы сделали фотографии до и после, и мы не поверили, что мы это сделали. То есть вот насколько вот это объединение, вот этот созидательный дух, он способен решить даже, казалось бы, нерешаемые какие-то вопросы, нерешаемые задачи. А что вы сделали? Вы увеличили Вот как раз в Карелии- количество рабочих часов, вы увеличили, или вы местных жителей привлекли? Что вы Вот. сделали? В Карелии как раз мы занимались уборкой древесины. Мгм. И казалось бы, всего лишь, что убрать древесину — это не бочки катать. Но это было тяжело. И как сейчас помню этот день, когда я несла бревно и не рассчитала силы. И девушка, которая тоже была с нами в экспедиции, она подошла, и мы вместе несли это вот бревно, вот прям, ну, как будто бы почувствовала какую-то опору, поддержку. Это тоже очень важно в экспедициях. Также запомнилась экспедиция на Чукотку. Прежде всего, длительностью перелета, новыми какими-то, наверное, новыми знакомствами, необычной природой, животными. Нам всем, кстати, кто был в экспедиции, запомнилось такое животное, как еврашка. Очень необычное, веселое, конечно, существо. Для нас привычные. Да, и, конечно же, погода. То есть, вот мы когда были на Чукотке, первый день, как мы только приехали, оказался он очень холодным этот день, и мы были в варежках, в шапках, а на секундочку это было начало августа. Но на следующий день была такая жара, что мы загорели. Солнечный загар. Кстати, он очень долго не сходит. Северный загар, да, он такой долгий. Изменились ли ваши привычки? Вообще меняются ли привычки у людей в повседневной жизни после участия в проекте? Ну, то есть более осознанно потом относятся к потреблению, начинают мусор сортировать, там что-то вот такое появляется? Или к вам уже осознанные прям люди приходят? Вот если мы говорим об осознанности, конечно, люди, которые приезжают в экспедицию, они и так уже осознанны. То есть у них есть ряд привычек, эко-привычек, с которыми они приезжают. Я думаю, что часть из них, наверное, узнает что-то новое, в том числе какие-то, там, может быть, принципы там, бережливости. Но если мы говорим о местных жителях, кстати, та история, которую мы поднимали в вопросе выше, то эта история, она уникальна тем, что местные жители, когда видят, что мы приезжаем в арктический регион, что мы убираемся, они к нам присоединяются. И даже доходило до того, что они не понимали, как люди, например, человек приехал из Африки, из того же Бенина, чтобы убрать там арктическую территорию. И это, не то чтобы как бы конкуренция, но это стимулирует местных жителей присоединяться к нашим уборкам и стимулирует их на какое-то, наверное, развитие. И когда мы уезжаем, жители уже самостоятельно убираются. И это тоже очень важно. То есть это вот такая еще просветительская, наверное, 100%. да, роль? Да. А что бы вы посоветовали тем, кто хочет стать волонтером проекта? Прежде всего, необходимо заполнить анкету на сайте «Чистой Арктики», ждать открытия сезона, следить за нашими сетями, социальными сетями ВКонтакте и в Телеграме. После того, как человек заполняет анкету, ему приходит ссылка на наш Телеграм-чат. В Телеграм-чате мы пишем основную информацию, в том числе, которая направлена на анонс наших мероприятий. А вы сказали, что вначале было сложно найти желающих, а сейчас, наверное, желающих больше, чем возможностей, или нет? Уже какой-то отбор конкурсный? Конечно, желающих попасть в Арктику становится с каждым годом все больше и больше. Но, как мы уже с вами говорили, это прежде всего из-за того, что мы популяризируем проект в средствах массовой информации, занимаемся с послами Арктики популяризацией знаний об арктическом макрорегионе в школах, в университетах и прочее. И количество анкет, оно ежегодно растет. Количество человек, которые принимают участие в наших арктических уборках, оно тоже растет. И это не может не радовать. И я считаю, что это замечательно. Чем больше людей
интересуются вопросами Арктики, чем больше людей присоединяются к нашим уборкам, Тем скорее Арктика станет чистой. 100%. Спасибо вам большое, Анастасия, за интересную беседу. Это была программа «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.